Доброго вечера. В эфире марафон Save ATR, который длится, подходит вторая неделя уже к концу. И я сейчас как раз сижу, пишу пост в Фейсбуке. Я все думал, как же сегодняшний день назвать мне. Не мне, а вообще, как его правильно определить, не по смыслу. І я подумав, що сьогодні, якщо українською мовою висловлюватися, що сьогодні такий собі не день народження, бо ми народ, який народився, сформувався у Криму. Але сьогодні точно день відродження Кремля. День відродження. Я дуже дякую всім причетним до того, що сьогодні затвердив у своїй резолюції Європейський парламент. Це історична подія. Можливо, не всі зараз ось це усвідомлюють, але я вас запевняю, що це саме так. Сьогодні депутати Європейського парламенту, наші друзі з різних країн, наші друзі з Литви, з Польщі, з інших країн, де усвідомлюють, що таке Україна, що таке війна з Росією, що таке кримсько-татарський народ, що таке ми, Кремли, і що таке історія 2,5 століть, коли нас Кремли хотіли, намагалися знищити. Але сьогодні в резолюції Європейського парламенту в пункті 60 затверджено раз і назавжди, що кримсько-татарський народ, народ Кремли, корінний народ України і Криму, має свої права. Вони не відчуждаємі, а вони природні. І це дуже круто. Я дуже вдячний всім. Я в першу чергу, звісно, депутатам Європейського парламенту, а в другу чергу всім, там, починаючи, я не знаю, з голови Меджлісу, з міністрів закордонних справ і минулого, і нинішнього, з усіх дипломатів, які докладали зусиль. Я сьогодні Дмитру Кулебі подякував і багатьом людям ще. І зараз дякую. Це насправді це не просто свято, це перехід через Рубікон, до якого ми йшли з 1783 року, коли стали жертвою першої окупації російської. Зараз відбувається остання російська окупація, вона тимчасова. Це просто ясно як день. Ясно як день. Я вас всіх вітаю. И просто я хочу, чтобы все, кто сейчас находится в оккупации, все крымские татары, которые меня сейчас смотрят и слушают, посмотрите, что я написал на Facebook, просто там коротко написано. Сегодня началась другая эпоха. Эпоха, когда права крымских татар, как коренного народа Украины, неотъемлемые, неотчуждаемые природные права утверждены на международном уровне. И эти права вкупе с конституционным направлением Украины в Европу и НАТО, за что большое спасибо стоит сказать и отдать должное Петру Порошенко, составляют собой абсолютно неизменяемую конструкцию. То есть в этой конструкции возрождение народа Крымлы на своей земле, в национально-территориальной автономии в составе единой Украины, члена Европейского Союза, это право может быть не реализовано только в случае, если просто атомная война начнется, весь мир просто исчезнет. Да? А всех остальных случаев это лишь вопрос времени. А то, что так будет, я говорил всегда людям, которые меня спрашивали, вот, а что там будет, а что проголосуют, не проголосуют. Я всегда говорил, это вопрос только вашей чести. Готовы ли вы помогать нам, как когда-то помогали народам, которых гоняли, унижали. Это вопрос ваш. Хотите ли вы стать праведником мира? То, что будет так, как должно быть, я в этом был всегда уверен. И канал АТР всегда говорил правду и никогда не шел на компромиссы. И сейчас не пойдет, и никогда не пойдет. Потому что компромисс можно иметь с
достойным собеседником. С врагом, как Российская Федерация, у нас не может быть компромиссов. Наше будущее совершенно четко сегодня определено. Для меня 11 лютого 2021 року – це день відродження Кремля. Крапка. Святковый спич закінчив. А сейчас у нас в прямом эфире, он мою всю эту речугу слушал, мой друг, товарищ, соратник, я не знаю, Аркадий Бабченко, привет. Не, хорошо сказал, я прям с удовольствием послушал. Отлично. Ну скажи теперь ты что-нибудь, я тоже с удовольствием послушаю. А что тут уже можно сказать, добавить нечего. Действительно, это дипломатическая победа большая. Это действительно переломный момент. Это действительно на международном уровне теперь все это закреплено. Проблема-то только остается той же самой, что Россия всегда всеми международными бумажками подтиралась, как хотела. Но это, безусловно, временно, да. Крови они еще попьют, еще мозги поканифолят, но это временно. Теперь все, конечно, вернется на свои места, но вопрос времени. Мой народ спасен, Аркадий, все равно. Я уже абсолютно уверен в будущем. Вот реально, какие бы ни были потери, еще страдания, сколько бы это ни продлилось. Нет, спасен-то он был, я думаю, что и в 2014 уже, когда произошел перелом и произошло реальное, натуральное уже возрождение украинской нации и осознание Кремлы. Но вот теперь, да, теперь все это закреплено государственно, и после обрушения Рейха новый царь, который придет там на Московии, он теперь вынужден будет считаться с этим. Да, то есть это, кстати говоря, спасибо, что... Это, кстати, не Путину торпеда, это торпеда, кстати, новому либеральному царю, либеральному в кавычках, или какой бы он там ни был, но это вот торпеда новому царю на Москве, если он захочет восстанавливать отношения с Западом, потому что раньше можно было... То есть, петлять как-то там, да. И абсолютно до сегодняшнего дня был уверен, что схема закончится на том, что Донбасс будет обменен на санкции, а Крым уводим в сторону и оставляем в стороне. И это бы устроило обе стороны, и как Россию, так и Запад. Да? А сейчас это просто невозможно, Западу это просто невозможно будет сделать. Так что им придется с новым царем его клевать и клевать в макушку, пока бутерброд не станет бутербродом. Да, кстати, вот молодец Аркадий, который одной ногой в российском медиаполе, он изучает его, там копается, вот, надо дать ему должное в этом резиновом болотном сапоге, чтобы, так сказать, не подцепить чего, а другой своей светлой, чистой ногой в Украине находится, хотя сейчас физически не с нами. Вот, но спасибо, что ты подметил, что эта резолюция касается и русских напрямую. И тех, кто сейчас сидит в Крыму, и, может быть, злорадствует, что вот он там на чужой земле там сидит, там грызет семечки, пьет водку. В принципе, это вопрос только сроков, ты верно сказал. И уже, знаешь, закончились... Вот сегодня просто не все до конца поняли. Давай проговорим с тобой вместе это до конца. Ты мне помогай. Разговоры про Крым не бутерброд закончились. Все. Передайте с передачей туда, вот, ну, там же передачу передавать можешь что-то, да, с сахаром, там, в батоне, там, бумагу, вот эту резолюцию сверните, и прям вот в пирожке, я не знаю, я в тюрьме не сидел, я сижу, но заочно, вот, и ты тоже не сидел, но в какой-то форме уже можно передать. Там телефоны есть нелегальные какие-то бывают, там, передать Алексею Навальному, что все. Бутерброд не актуален уже, зачерствел. Бутерброда нет уже, есть сухарик. Вот. Можно зубки сломать. Забудьте эту тему, Алексей Навальный. С вами никто больше обсуждать не станет. Крымские татары – коренной народ Украины, член Европейского сообщества наций. Вместе с Украиной у нас неотъемлемые есть права. И с тобой, и как и со всеми другими русскими, эти права просто никто больше никогда обсуждать не будет. Занавес. Включайте фонарики. Все. Про фонарики расскажи. А я про фонарики. Я что про фонарики расскажу? Ну, собираются они выйти с фонариками во двор, переписаться в городе, где 20 миллионов населения. На площадь выходит 20 тысяч. Вот они 20 тысяч человек хотят выйти в этом городе по одному с фонариками. Я думаю, что это будет меньше, чем по одному человеку на двор, да?
и показать, смотрите, как нас мало, переписаться, чтобы их уже всех точно записали. А можно еще, знаешь, можно как друг друга переписывать в подъезде. Сосед соседа переписал. Можно друг друга посветить, сфотографировать сразу фонарик. Точно, вот для чего. Подсветить лицо. Сейчас же темно, а перепись надо закончить к весне уже. А сейчас темнеет рано, поэтому, да. Я, смотри, я не постебаться хотел. То есть постебаться я вот что хотел сказать. Ты смотри-ка, что какой казус получается. Великая страна, великие завоеватели, которые полощут свои сапоги в Керченском проливе, вдруг оказались в такой ситуации, что они не являются признанным субъектом международного права русский народ, а 300 тысяч Кремлы, которых они захватили, теперь являются. Вот величайшая геополитическая победа, очередная геополитическая величайшая победа царя Московии. Браво! Да, действительно, браво. Вот как бы мало кто делает. Просто, знаешь, ну, когда вот под страну закладывают взрывчатку, вроде бы дом стоит, как бы, ну, ничего такого не происходит, да, но он упорно, Путин носит и носит этот гексоген вот в этот дом. Он заносит прям, ну, и это каждый день делается. Но он в этом плане, в плане разрушения Российской империи, я думаю, он доведет до конца. Дай бог. Да. Дай бог, ты что, у нас сейчас вообще идеальная ситуация, не надо трогать, вот пусть сейчас будет все как есть. Я когда начинаю слышать там в Украине какие-то разговоры про свободу Навальному, и мы поддерживаем враг Путина мой друг, и мы его поддерживаем, ребят, окститесь, ну что, с ума сошли? Ну, во-первых, никто, так как Владимир Владимирович Путин, не в состоянии накрыть Северный поток-2. Да? Вот он его плюет, Северный поток-2 с 2018 года строился. Сначала предполагался турецкий, южный поток, но он был похоронен под санкциями, не под санкциями, а просто был похоронен с началом ведения войны. Потом родился проект «Северный поток». И Владимир Владимирович его убивает как только может. Он его убивает войной в Украине, он его убивает сбитым Боингом, он его убивает отравлением Скрипалей. Он его убивает потом отравлением Навального. Сейчас он его убивает посадкой Навального. А Северный поток, зараза какая, смотри, вот его долбит, а он все живучий. Но я думаю, что в этот раз он его все-таки додолбит, поэтому лучшего убийцы, как минимум, Северного потока, чем Владимир Путин, нам не придумать. И это, безусловно, распространяется и также на всю страну. Поэтому я вам говорю, друзья мои, вот сейчас оставьте и не трогайте ничего руками вообще, потому что Путин на троне, царь на троне, Неда Мандела в тюрьме, это просто идеальная ситуация. Один, поехавший головой, сидящий на троне царь, разрушает империю сверху своим неадекватным поведением, второй зарабатывает для нее санкции снизу. Пусть трудятся, пусть работают, пусть лупают всю скалу, и, конечно, она развалится. Знаешь, что я хочу, чтобы мы обсудили? Интересный эффект, кстати, продолженный. Вот Крымлы признаны коренным народом, Украина, все дела, да? Понятно, что как бы формально это народов Российской империи, ну, которые находятся сейчас в ее законном типа ведомстве формальном, это не касается. Но, а вот как это в будущем может? Ведь все-таки смотри, если Крымлы имеют право, да, это народ Украины и так далее, и Украина идет в ЕС, но это же такой плохой пример для всех-всех-всех, для тувинцев, для якутов, у которых золото, алмазы, да, для хантов, у которых газ и нефть, для манси, для всего, что за вот этими тамбовскими болотами находится. А меня, знаешь, мне вот вообще интересно, спросил бы ты, например, Полозова, кстати говоря, как человека, разбирающегося в юриспруденции досконально, что это вообще означает, потому что, смотри, Россия как бы считает Крым своим, да? Она считает его субъектом Российской Федерации. И тут по международному праву один из российских народов является субъектом Украины. Как они вот этот вот нонсенс будут... Смотри, слушай, они же, да, это гениально, что ты сказал, Колю спросим, да, потому что Коля, может, посмотрит, пусть подумает. Правда, они же назвали, типа, одним из народов России, оккупированных Крымлы, и теперь они получили резолюцию, а народ-то один и тот же. Понимаешь, народ один и тот же по факту, да? Как ты не называй. Вот. Может быть, они из липецких алкоголиков будут делать и их переписывать национальность Крымлы и сказать, что у нас свои есть Крымлы, а те неправильные Крымлы. Ты знаешь, в принципе, от них всего ожидать можно. Завезут и скажут, что вот у нас крымские татары такие. Я что-то не могу даже смеяться уже. Меня сегодня надорвал уже живот просто. У тебя сегодня день радости, конечно, безусловно.
но вот это потрясающая вещь, потому что, знаешь, этот мир вообще из пазлов складывается. И вообще, я всегда говорил, что главное в мире солидарность. Сейчас, конечно, у Победы будет много сестер, братьев, родственников и так далее. Но, в принципе, мы же наблюдали, вот это же все в последнее время на пик, когда выходило. Понятно, что это готовилось, и я отдаю должное всем, кто это готовил. Тут вопросов нет, это не вчера написанная резолюция, там понятно, да. Но это детализация, это проработка, это делалось там годами дипломатами, там, министрами, все. Но все равно сейчас это как вот, все равно это энергия, синергия имеет значение. Вот эти люди, которые ставили аватарки наши, которые поддерживали... Ведь телеканал АТР, все умные люди понимают, что это и есть матрица нашего народа вот в изгнании, пока вот, да, вот в такой ситуации. Это сбережение народа, который обязательно вернется, возродится, все в порядке, да, будет. Но... как сказать, вот это все равно эти люди, все они на разных континентах. Мне писали там, не знаю, это вплоть до Австралии. Люди ставили эти аватарки. То есть люди понимают, что здоровые люди есть. И сегодня победа здравого смысла, здоровых людей. Людей эмпатичных, для которых не все равно, что происходит с Крымлы, которых, может быть, они даже не видели лично никогда, да. Это украинцы, которые мне говорили, что до 2014 года вообще не знали, кто вы такие, да, и все такое прочее. И вот сейчас эти люди, которые искренне нам помогали, от известных людей до простых, ну, все люди одинаковые, слушай, мне это сейчас тем более медийный мир, и любая вот эта рамочка Save ATR, это тоже вклад туда. И любой крымстатарский флаг, и любой украинский вместе с крымстатарским, и любое упоминание о том, кто мы такие. Вот, знаешь, по крапочке, да, за эти годы после оккупации сложились в то, что сегодня момент, когда время для оккупантов пошло в обратную сторону. Это тихо, я понимаю, что они там пьют боярышник, у них шумно, там они орут там друг на друга, спрашивают, уважаешь ли ты меня. Кстати, это только кто может спрашивать, уважаешь ли ты меня, это человек, который себя не уважает сам, да, это вот Лесь Подоревянский мне сказал, говорит, ну что, посмотри, что это за люди, если они все время друг у друга спрашивают, ты меня уважаешь или нет. Вопрос это решил. Ни один говорит, ты скажи мне, вот я подвесил этот вопрос и сказал, что они липецких алкоголиков там зовут Крымлы, да, они сразу, за ними парашют тянется. Они как вот тот Штирлиц с бутылкой водки или радистка Кэт в больничной палате, понимаешь? Они все равно напьются и будут говорить, спрашивать друг у друга, уважают ли они друг друга. У нас такого вопроса нет у крымских татар, вообще не бывает. Я не слышу, чтобы украинцы спрашивали друг у друга тоже, кто кого уважает. Это очень смешно. Я не могу, знаешь, вот что понять, одного я не могу понять, что делает государство Украина. Потому что вот те все, скажем так, отмазки, которые они предъявляют в разных инстанциях о том, что крымско-татарский телеканал должен участвовать в конкурсе там, на коммерческое вещание. Какое коммерческое вещание? О чем вы вообще, друзья мои? Вы правительство, вы должны же знать хотя бы какие-то азы построения государства. Если уж не право, но хотя бы построение государства. Да? Потому что во всем мире средства массовой информации национальных меньшинств поддерживаются государством просто безоговорочно, априори. Да? Вот я не могу представить, чтобы, я не знаю, я даже не знаю, что в пример привести, чтобы в Финляндии правительство там сказало Саамам, что давайте участвуйте с другими 15 в конкурсе с другими какими-то людьми. Да, на то, чтобы быть каналом со Саамов, да. Но это бред чистой воды. Причем там войны нет, Аркадий, там нет войны. Да, причем там войны нет, да, их никто не завоевывает. Там деньги выделяются на то, чтобы ты носил свою национальную одежду. Вот она неудобная, да, она там в 17 веке придумана, а сейчас нейлон. Но чтобы вы не забывали свои корни, вот там выделяются деньги, чтобы у тебя был свой костюм, чтобы ты время от времени его надевал. Вот такая поддержка, да? А здесь идет завоевывание страны, оккупированной частью ее территории. На этой части есть народ, который признан оккупируемым, и государство оккупируемое начинает делать какие-то вот такие виляния, там конкурс, там 14 других вещателей, там коммерческое вещание. Вы что делаете, ребят? Вы понимаете, что происходит вообще или не понимаете? Что происходит со страной? Кто у вас соседи? Какая ситуация вообще сложилась? Вот для меня это странно. Я вот этого понять не могу. Это постсовок, наверное, все-таки, Аркаш. Это постсовок.
Ну, слушай, ну мы с тобой же настолько старые, что они уже наши ровесники. Они же не какие-то там деды замшелые. Молодые, в общем-то, люди, как мы с тобой. Я надеюсь, смотри, все приятно и внезапно, как всегда бывает. Такое счастье сейчас свалилось на наших чиновников. Европа им дала такой прекрасный жизненный план. Ничего думать больше не надо. Бери и живи, как говорится. Вот вам молодожены, напутствие, так сказать, вот от родителей. Все, берите и живите. Читайте и исполняйте. И как бы флаг вам в руки. Я просто подожду, все объяснено, то мне ничего добавлять не надо. Все вам написали уже. Вот. Поэтому там еще я слышал сегодня заявление очень смешное. Они опять что-то про конкурс какой-то говорили уже. И в суспільний мовник как оказался. И все сказали, что не пойдут ни на какие конкурсы. Что верните к статус-кво. Вот прям написано все как было, как бюджет выделил деньги, как помощь, субсидию коренному народу и его телевидению. Они продолжают по инерции все еще вот это эхо доносится, вот это, знаешь. Но я на это уже реагировать не собираюсь. Это уже теперь вот пусть с Брюсселя звонят и объясняют про конкурсы, там, про все остальное прочее. Мне уже ничего объяснять не надо. Я объяснял вам честно 2 недели, я очень устал, я там не высыпался, все, я свое дело сделал. Теперь как бы вот, если вас будут там выслушать, но я больше спорить ни с кем не буду. Как бы теорема доказана, 2 × 2 = 4. Ты же любишь такое, да? Как говоришь 2 × 2 = 4, они все не верят, да? А потом ваш дед Ванга. Ну вот я не дед Ванга, но вот так. То есть ты предлагаешь теперь Владимиру Александровичу звонить в Брюссель и рассказывать, что он первый, кто начал думать о возвращении Крыма, а до него никто не думал? Ну, я предлагаю ему стать возродителем нашей нации. У него есть прекрасный шанс. То есть, как бы, они говорят нашей власти: у вас есть шанс войти в историю. Вот мы открываем дверь, заходите. Это спасти целый народ, слушай, не каждой власти доводится. Да. И это так вот исторический шанс спасти целый народ, который 250 лет уничтожали. Ну, не знаю. Я бы воспользовался. Ну, опять, я до этого говорил, а сейчас прям говорю вообще спокойно. Это чисто ваше дело. Пользуйтесь, не пользуйтесь. Как бы вот лежит кусок золота, из которого могут отлить твой бюст. Владимир Александрович Зеленский. Или, если ты не берешь этот кусок, не хочешь отливать свой бюст золотой в пантеоне, так сказать, украинской нации и государства, ну, ничего страшного, следующий возьмет и отольет. Но как бы это уже ваше дело. Меня это уже не очень интересует. Я вас за это агитировать, за ваш золотой бюст, друзья, я вас агитировать не буду. Это ваше личное. Бюст Зеленскому как освободителю Крымлы, Чак Паланий до такой иронии, по-моему, не додумался бы. А вот как ты думаешь? Вот но дай бог. Но шанс-то есть, очевидно. Согласен? Ну, шанс есть, но они воспользуются им или нет. Потому что, понимаешь, когда все это делается из-под палки, но сейчас у них нет выбора. Да, сейчас теперь юридически других вариантов просто нету. Но когда все это делается из-под палки, я никак не могу понять мотивацию, не могу понять, зачем. Вот я читал твою статью в «Украинской правде», но я не настолько радикален, потому что ты практически говоришь, что это действуется в интересах России практически. Но по факту. Я же только открытыми источниками пользуюсь. Да. Ну, получается, что они, действительно, выгоду от этого приобретает Россия. Но я все-таки не могу поверить на то, что правительство Украины действительно сознательно действует в интересах России. Я вот никак не могу понять мотивацию. Ну, зачем? Распилить эти 50 миллионов? Ну, допускай. Ну как-то это стрёмно. Аркадий, а теперь уже и все равно. А теперь уже мотивация и безразлична, в принципе. В общем, да. И сейчас, знаешь, такое, я себе представляю конец этого Ералаша, такой журнал бы «Фитиль» для взрослых, а для детей Ералаш. Да? Ну, вот юмористический журнал, да. И вот там какой-то вот такой дебильный сценарий, вот как сейчас вот 2 недели мы наблюдали. И последнее, значит, уже все уже понятно, решили, все привели в соответствие. И, значит, там дверь министерства вот этого, и там какой-нибудь подходит такой чувачок такой, у которого, может, радио было отключено, там, может, он оттуда ему позвонили там и забыли перезвонить, чтобы не приезжал. Он такой приходит и говорит: здравствуйте, охранник. Такой: а вы кто? Ну, я вот это Иван Иванович, там вот, а что вы пришли? Говорит: ну как, на конкурс. Говорит: на какой конкурс? Конкурс чего? Говорит: ну как, на деньги АТР конкурс тут. И, значит, вот это па-па-па-па-пам в журнале Ералаш. Злой ты. Да не злой, я добрый. Я очень добрый человек. Я вообще за то, чтобы, знаешь, серьезно, чтобы наше государство помогало всем, кто хочет вещать на оккупированной территории. Всем. Но только не за счет друг друга.
только не за счет полностью оккупированного народа, у которого есть единственная связь вообще друг с другом и со свободой. Это вот эта матрица медийная. Не только телеканал ТТР, еще детский канал, который под угрозой, между прочим, его сейчас могут отключить, потому что там долги не оплачены, и письмо прислали с угрозой суда и отключения. Мы просто пока с ними поговорили, вошли в положение люди, вот они ждут, да? Но и радио, и сайт, и так далее. Это медийная матрица, медийно-культурно-политическая нация. То есть без этого политической субъектности нет у нашего народа просто, да? Потому что нас мало физически, особенно в континентальной Украине мало, да? Но канал, медиа мультиплицирует как бы эффект присутствия, да? Мы можем громко задать вопрос, мы можем получить четкий ответ. Если не будет АТР, где я буду спрашивать, ходить буду там вот, у их в приемной стоять, что ли, да? Нет, нет. У нас есть народ, который имеет достоинство и права. Теперь об этом знают даже в министерстве. Ну, короче, я до понедельника там прочитают все, думаю, созвонятся, обсудят перспективы. Действительно, конструктивно обсудят. Я не троллю их, ничего. Но ошиблись люди, бывает всякое. Ну, ничего страшного. Я всегда, когда... Знаешь, еще очень важно, я хочу, кстати, об этом поговорить. Нет культуры репутации, нет культуры признания ошибок, извинений публичных со стороны чиновников. Вот с чем это связано? Это постсовок такой, Аркаш? Не, это, конечно, точно постсовок. Это уж никуда не деться, потому что репутация, товар пользуется спросом там, где он нужен. Сейчас репутация спросом не пользуется. Вот она пока еще просто не нужна. Какая там разница? Ты потанцевал попа как у Кима, потом пошел выбираться в мэре столицы, и всем нормально, и всем все ровно. Да? Или ты там заказываешь проституток в сессионном зале парламента, и никто тебя не увольняет, ничего, и ты так там дальше продолжаешь работать. Так что это проблема постсовка. Что-то вот хотел сказать, мысль какая-то смешная из головы вылетела. Ладно. Ну, короче, ты вспоминай, я сейчас скажу на эту тему. Просто, на самом деле, многие проблемы не решаются, если просто перейти в ментально цивилизованный мир. Что-то сделано не так, это исправлено, идем дальше. Никто не умер, никто не опозорен, там, не унижен. Это только в византийских вот этих каких-то, знаешь, святость фараона, он не может ошибаться, там, он не может совершать... Да может он совершать ошибки, у нас демократическая страна. Слава богу, у нас еще не такой репутационный ад, да, когда за какую-нибудь фразу уходит в отставку. У нас такого этапа еще нет, там, да, как в Америке, например. У нас еще можно просто исправить, даже... Если честно, даже извиняться у нас можно не извиняться, исправь ошибку, найди выход сам, как бы сам вступил в это, сам вышел из этого. Я только спасибо скажу. Вот это цивилизованный подход, это алгоритм мышления правильный, да? Этот алгоритм, этот подход устроится на судебной системе. Судебная система должна быть. Да, она воспитывает, да, это точно. Да. Что-то не так. Мне вот нравится, вот там, где я сейчас нахожусь, меня совсем не рады видеть, например, там, где я сейчас нахожусь. Меня уже 1,5 года пытаются отсюда выпереть пинками, да. Но что мне здесь нравится, здесь государственный механизм работает вот как часы. Им не нравится, что я здесь нахожусь, меня пытаются выпереть, мы идем в суд, подали в суд, суд говорит, ребят, идите вы нафиг, вы нарушаете права, давайте вот этот человек рассматривайте. И все, обнулили, и отношения начались там, наши взаимоотношения начались по новой. Действительно, никто не умер. Да, никого там не расстреляли, никого не посадили. Ну да, там... Ну, ошиблась там служба какая-то, да, ее суд поправил. Суд вынес решение, окей, давайте... Сотрудники службы остались даже на своих местах. Нет самоубийств среди них. Никто, так сказать, не в больнице. Процесс идет. Это живая жизнь. Поклевали люди мозги, черт с вами. Теперь давайте начинать нормально. Но есть судебные прецедентные права. Слушай, а у нас, кстати, подходит к концу наша с тобой беседа. Ты знаешь об этом? Не, у меня тут часов нету почему-то на эфире. Счастливые часов не надевают. Ой, Аркаш. Так здорово. Доволен такой я сижу. Ну, я доволен, потому что, знаешь, я доволен же, это не эгоизм какой-то, я доволен, потому что вот справедливость, она все-таки есть. Вот знаешь, много раз в жизни мне говорили, нет, ты какой-то там фанатик, мне говорили, там какой-то романтик, идиот, что ты болтаешь, там у тебя ничего не получится, посмотри, с тобой рядом никого нет, посмотри, вот не лучше ли с этим согласиться, может лучше помолчать, может что-то еще. Но нет, оказывается, есть справедливость-то. Вот, физически существует она. Я очень доволен вот этому факту просто.
Еще бы. Сегодня ваш день. Я поздравляю весь коллектив телеканала АТР и всех, с кем работал, и новых людей, которые пришли, кого не знаю. Вы лупали, добились своего. Да, сегодня ваш день, ваша победа. Я думаю, шампанское у вас там уже стоит в холодильнике. Ментально так точно. Слушай, а ты вернешься к нам работать когда-нибудь, скажи? Конечно, вернусь, когда мне документы какие-нибудь дадут, работать разрешат, вернусь. Все. На этой радужной ноте я прошу всех зрителей АТР говорить всем другим незрителям постоянно подписываться на канал YouTube, подписываться на наш Patreon. Чем мы больше вместе сделаем, тем будет лучше. Видите, Аркадий вернется. Он с того света вернулся, а уж из бункера-то. Спасибо, Аркаш. Спасибо, ты всегда с нами и в горе, и в радости. Самый надежный друг, как и все люди, которых я благодарю искренне. До свидания, Аркадий. До встреч на нашем канале всем нашим зрителям, друзьям. Низкий поклон всем. Чоксаголос. Я даже не знаю, как вас благодарить. Убери руку от микрофона. Не, микрофон выше. Тут у меня сердечко. Все. Смотрите, АТР, крымские татары и украинцы – это лучшие в мире братья. Украина – это Крым, Крым – это Украина. Украина и Крым – это Европа вместе. Мы обязательно своего добьемся. Я поздравляю вас с тем, что мы друг у друга есть.